сталь закаляется в огне, а горец в тяготах дороги, пока крепки рука и ноги, победно будешь на коне. А потому цени свой край, что кормит и коня, и друга, но главное, должна подпруга надежной быть, не забывай. Известно то, что горец не брецает попусту оружием, чужой покой ему не нужен, своим доволен он вполне. Вовек опорою ему служили смелость, честь, отвага, себе и ближнему во благо. И я прошу тебя, ингуш, быть стойким к современной пыли. Живи, как предки нас учили, законов чести не нарушь, не принимая страх и ложь, и все, что подло и нечисто. Нрав у тебя порой неистов, но в спину ты не всадишь нож. И помни, главный наш завет в том, чтобы не кичиться кровью, а мир одаривать любовью, неся огонь ему и свет. Беречь очаг родной и мать, детей своих ценить, чтоб дети твоих детей, живя на свете, могли суть вещи распознать и греться не чужим теплом, а под своей родимой крышей, и за своим родным столом доволен, чтобы был Всевышний. Да не глазеть за океан, пусть будет все как встарь, по-горски. Нам не в пример чудак заморский, у нас своих адатов чан. Ведь наш Кавказ как сказка сам, ущелья, горы, водопады такой исполнены услады, что дух взмывает к небесам. А Сакля запахом костра, объятая и блюд домашних, возвышенною, словно башня, покажется. И как сестра любезной, можно ли не парить в таком возвышенном пейзаже? Здесь, кажется, ребенок даже стихами вслух заговорит.